Кадистермаша манмуна очлань, а мода на интерес озбыр. Що вільмо забомочал на національний пашким комі округіш кужішки амортез. Басак костюме зворотена уна котир, а летикас Николасиш олада учала верхіньван. Этническая пашкам лашотика петанобычам коллекция, когда порядком перемягки звештащина олан, быт, традиция, обычаи да культура илищ. Ты злато возьмешь у невесты головной убор, ты его в руках выносить будешь. Коллекция Виль Югиалом. Новое сияние компермятского костюма. А вот сейчас идет девочка, она одета в стилизованный компермятский зипун, женская верхняя одежда. В этом костюме использован также пермский звериный стиль, как и во всей остальной коллекции. Неотъемлемая часть – это компермятский кушак. И вязаные у нас получаются гетры, чтобы закрыть ножку. На голове шапочка. Следующий костюм – это костюм молодой девушки. И что первое бросается в глаза – это, конечно, неотъемлемая часть – пермский звериный стиль. Здесь в этом костюме использован шифон, ткань шотландка, берестяные элементы как украшение, самотканый компермятский орнамент. Костюм молодой девушки и костюм взрослой женщины. В костюме молодой девушки уже дубас, он стилизованный. Белая рубашка – это цвет южных компермяков, наших компермяков. А в костюме зрелой женщины это натуральный дубас используется. Нижняя красная рубашка – это цвета северных компермяков. Головные уборы – это шамшуры. Вот сейчас выходит компермятская невеста. Конечно же, тот же самый пермский звериный стиль использован в украшениях. Компермятский орнамент самотканный. И вот то, что держит в руках женщина, это фата. На ней женское начало, символ женского начала, символ семейного благополучия. Во всей коллекции так использован у нас пермский звериный стиль, броши из бересты, бусы берестяные, аппликации на одежде, роспись по ткани, ну, естественно, кушак. Вот женское божество. В этой коллекции вообще 16 костюмов. Это только часть, небольшая часть. Мы в этой коллекции использовали как и старинные костюмы, так и уже современные костюмы, сшитые, стилизованные костюмы. Вот это ныркая, звук-то совершенно учитыш. Пояса сцены вообще боялись сцены, так скажем. Улыбаться они боялись. И частенько я им выговаривала за то, что они ходят как клюшки. Я говорю, девочки, вы такие красивые, выпрямьте спинку, ровненько, идем по одной доске, в ногах-то мы путались. Всякое дело, да, Злата? Да. Всякое у нас было. И в ногах путались, и в руках путались. Но они научились, они сейчас не боятся сцены, они сейчас спокойно могут выйти даже в Москве на сцене. Ну, этническое платье, конечно же, поинтереснее, больше атрибутов, наполнено национальным смыслом. И чем невеста лишь пашкам те паштали по свадьбе была? Да, конечно.
Держать спинку, не горбиться, себя нести, показать, конечно же, костюм, Чтобы народ понял, что мы хотим показать. улыбаться. Первоначально это была вообще фольклорная студия «Граджуль», где мы изучали и музыкальный фольклор компермяков, и музыкальные инструменты, и танцы изучали. Вот. И особое внимание уделили на одежду компермяков, на повседневную, праздничную, от начала, как говорится, от нижней рубашки до верхней одежды и обувь. Изучив вот всю эту одежду компермяцкую, головные уборы, обувь, ну это все, конечно, было в общем комплексе изучено, пришли к мысли, что надо это все пробовать перенести на современный лад. Дыр вурата костюмез коллекция и кинес тиан экспертес, кинес донтана медоч. Так, костюм вообще от самого начала, от идеи зарождения, ну где-то, может быть, даже месяц уйти на этот костюм. Вот этот костюм мы шьем уже второй месяц. Шьем, тут что-то меняется, чего-то добавляется, чего-то убирается. Вот изначально мех планировали, сейчас уже от меха отказались, потому что это все-таки ближе к Сибири. Вот. А экспертами у нас сначала дети, конечно, выступают. Они смотрят, они соглашаются, либо не соглашаются, нравится, не нравится. Ну а потом зритель. Не утяжеляем сцену. У нас даже подиум был. Что вы хотите, как все в хороших модных домах. Подиум делали специально на последний показ. Мы написали еще один проект, и вот мы его уже назвали «Театр моды Чечесин. Ромашка». То есть множество лепестков. Мы надеемся, что у нас коллекция еще обогатится, будет множество коллекций. Дети работают на сценической площадке, учатся ходить правильно, осанка, танцевальные движения. И вот показать правильно вот ту модель, на которую тебя сегодня одели. Кычам кушакке замыштян коллекциян и кычня отсал на ужин. Вот меня сохранить женский головной убор, шамшура шущая, вот по, как говорится, за основу своих головных уборов, нынешних, вот, уже стилизованных, мы почтим вот все. Тут вот, правда, вот качкера. Если женская шамшура, вот она, видите, она без украшений здесь, она украшалась только сзади, то мы пошли немножко дальше, так читал. Вот. И видите, вот компермятский орнамент сычекерим, сыче вот буса аскерим. И впереди все равно басаджика ведь смотрится, так ведь? Вот. Вот тут уже чисто женский головной убор. Тут, видите, впереди нету этих, а сзади тоже сделали бусами. Здесь тоже женской, не женской, девичий получается головной убор. Впереди бусами сделали, и сзади вот. Вот это стилизованный полностью костюм уже современный. Рубашка есть, тоже они вот старинные, как бы вышитые еще. Вот. Но пуговички, мне кажется, уже современные еще, потому что все равно они использовались. Эта рубашка хранились в музее, в школьном музее, потом их передали нам. Кычам гоча. Причем год человек считал, ну, наверное, начало 20-й год, вот, потому что тут еще домотканный лен. Вот это уже современная ткань получается. Вышивка старинная. Вот. Это повседневный пачкам? Это белая рубашка, не повседневная. Праздничная. Праздничная, да. А вот это вот старинные кушаки. И чем кушапки с нас те юны дополняете басакшета тащинут костюмез. Вот у нее, смотрите, если запонос уже современный, вытканный, то кушак тоже старенький. Он не современный. Его принесли. Вот. Кушак. Вот. Тоже со своей определенной символикой. Узор что-то всегда обозначал. Это женская, потому что мужская сия широкая еще. А вот это вот мужская еще. Теперь касается зимней одежды. Вот охотники шли, когда на охоту зимой, одевали обязательно широкие кушаки, чтобы можно было, как говорится, и топор и вот варежки, если что, заткнуть. Вот это мужской. Проект он всегда подразумевает несколько человек, это много человек. Это вот у нас костюмер, Сосолетина Надежда, Ольга Леонидовна Ермакова, художник. Она рисует, она вот помогает из бересты, девочки с ней это все делают. Рисуют красками по ткани, специальные краски по ткани идут. Вот. Но
А у меня идея. У меня, как говорится, родится что-то в голове, я бегу к ним, говорю Ольге, Ольга, это надо сделать. А Надя, вот я такой костюм вижу, я рисую, я рисовать плохо умею. Она это видит, она это понимает, ну как бы с полуслова понимаем друг друга. И она уже начинает раскроем заниматься. Сколько костюмов шили? В 18-м, да? Вторая коллекция была. Так, 16 костюмов было новых. В каждой коллекции есть свои изюминки. Вот, например, джинсовое лето – это уже как бы и современное, и одно время икон пермяцкая. В этномоде, В чуде. в чудях, наверное, там все костюмы, они такие необычные, какие-то фантастические. Это коллекция чуди. Девочка появляется. Девочка как символ роста, как символ зарождения новой жизни. Здесь использован пермский звериный стиль в украшениях, но сам костюм выполнен из льна. Кружева используются. И здесь цветовое разграничение. Если коричневый цвет – это цвет земли, голубые краски на двух остальных девочках – это цвет неба. Это как бы слияние неба и земли. Элементы пермяцкого орнамента в оформлении костюма использованы. На шее у девочек это деревянный календарь времени пермяцкого охотника. Стараемся использовать чисто такие вот натуральные ткани. Это лен в оформлении, если идет это дерево, береста, шерсть, кружево. Кружево тоже все идут льняные, не синтетика. Если смотреть по линиям костюма, то вот восходящие линии – это стремление к росту, стремление к какому-то позитиву. Нисходящих линий тут почти не просматривается. Новая коллекция. Это коллекция чуди, как бы люди подземного, так скажем, мира пермяков. Вот. Она, конечно, не совсем, может быть, в плане этническом где-то страшная или именно приземленная. Она немножко фантазийная, эта коллекция. И она вот выполнена, вот, как вы видите, в светлых тонах. Используется красный цвет, используется светлый, вот это лен. Это вот последний выход, как говорится, главного чуда, так скажем. Кроме костюма, вот то, что используется звериный стиль в этой коллекции, орнамент тоже пермяцкий, вот, кожа, дерево, ну все получается как бы эко-материалы. Помните, мы говорили, что у нас 5-й костюм, в нем будет Лера работать. Вот, так, Злата, держи, сейчас будешь работать иголкой, держи. Мы с Ольгой Леонидовной долго думали. Вот она сначала мне вот эту картинку нарисовала. Оля, дай сюда. Да, вот смотрите, это у нас перед, получается. Это держи пока к себе. Вот с вами советуюсь. Вот. Перед у нас получается, вот видите, подол, да, оформлен в пермском зверином стиле.
И вот на спину мы хотели еще рисунок сделать, но он будет съемный. Вот, да. Я против того, что здесь живой человек. И как бы животные не схематичные, а прорисованные уже как, ну, как живые, да. И поэтому мы остановились все-таки вот на этом божестве. Чисто пока схематично проработаете все линии. Ну, Оля, ты сама лучше объяснишь, да ведь? Я потому что не художник. Вот. А Злата, ты сейчас, значит, что мне сделаешь? Вот. Это у нас перед. Ну, тут еще пойдут потом дальше доделывать будем костюм. Это все только еще сырое и все такое. Наталья Алексеевна, наверное, меч шармок это сохранить на культура и пыртны сыпочка качамка этнической современной вижоки. Сыпырят все чет начинает лайнуотно очлань. Работая над костюмами, они как бы впитывают в себя эту культуру. Они ее впитали. Они уже будут знать, что да, я кумпермяк. Да, вот у меня есть это. У меня такие прекрасные костюмы. И не надо говорить, что мне хоть-муть. Мне лапоть. Мне комипермяк. Это коллекция «Джинсовое лето», это фантазии на тему джинса. И вот создали такую, ну, ее можно сказать, даже немножко такую шуточную коллекцию, но тем не менее ее можно носить в повседневной жизни. Во всей коллекции это будет обязательно красная нижняя рубаха и элементы джинсовых нарядов. Это вот джинсовый жилет, рюкзачок. Кстати, рюкзачок вполне носибельный. Его можно применять в современной реальности. Ткань шотландка используется, кружева, ну и кумпермяцкий орнамент. Броши и головной убор с цветов, тоже джинсовый. Это все делают дети. Вообще им нравится вот эта коллекция за то, что она именно вот носибельная, ее можно вот одеть и выйти. Мы один раз делали такой эксперимент, просто одели, вышли в центр села, дали понять, что это можно, это нужно. И в ней не жарко, потому что ткань натуральная. Мужской костюм джинсовый есть, тоже выполнен немножко в таком кумпермяцком стиле. Это красная рубаха и джинс в сочетании. Наталья Алексеевна, кыч очлань подозрительно этническая мода. Какие планы? Ну вот сейчас мы собираемся, я говорила уже, что 15-16 это фестиваль, всероссийский фестиваль в Перми, пермский стиль, причем, заметьте, нам как раз там место. Летом мы поедем, обязательно поедем, если в прошлом году мы участвовали в онлайн-конкурсе, нынче мы обязательно поедем в Чусовой на дресс Строганов, нас там ждут, нас прямо зовут, приглашают. Вот. И все-таки коллекцию-то поток времени мы постараемся сделать. Девочки нынче 9 класс, кто-то остается, кто-то уходит. С нового сезона будем собирать новую группу, дети уже есть.